Ну, электросамокаты – это интересная вещь. Ты пробовал? Ну, самокат и самокат, ну, как бы обычный. Вот это вот меня бесит. Ну, вот как это понять? Я иду по своему законному тротуару, да они шмыгают туда-сюда. Ну, задолбали, ей-богу. Руслан, ну а где им еще ездить-то? Дорог-то для них нету. Слушай, на самом деле, вот получается, что им закон не писан. А у нас ведь как? Если даже закон писан, то на него все плевать хотели. А с этими вообще труба. Руслан, ну тогда претензия к властям города. Они решают, кто где должен ездить. Вообще такой спорный вопрос, кто о ком должен думать. Алсу, на самом деле, тема настолько холиварная, как сейчас принято говорить, да, тут есть о чем поспорить, есть что обсудить. Давай сегодня честно об этом поговорим. Вот про этих. Давай. Урбанистическое благо или дорожная напасть? Я никогда себе ничего не ломала, я поняла, что все это перелом. Велосипеды регулируются, а самокаты нет. Бизнес по их аренде выгодный. Будущее наступило, и это наша реальность. Вот я за рулем сам езжу, и меня они чисто бесят. За или против? Кончилось ваше время, все. Передвигаться быстро и дешево по городу мечтает каждый житель мегаполиса. Электросамокаты, кажется, решают эту проблему. Но если решают для одних, то создает ее для других. Пока одни с ветерком гоняют по дорогам, тротуарам, другие мечтают их притормозить. По статистике все чаще происходят аварии с участием электрических девайсов, которые могут развивать немалую скорость. Подробнее расскажем в сюжете. Уфимка Юлия Гарипова никак не ожидала, что ее прогулка на электросамокате обернется тяжелой травмой колена. Сустав хирурги-ортопеды 21-й больницы собирали буквально по осколкам. Насколько опасно? Ну, развивается нестабильность в коленном суставе, боль, гемартроз, то есть это кровь скапливается в коленном суставе. Самокат Юлия взяла на прокат. Аппарат был исправен, а девушка двигалась с разрешенной скоростью. Но поздно увидела высокий бордюр, резко затормозила и упала. Не справилась с управлением, что ли. Я просто слишком близко подъехала и, получается, на это колено вот сюда упала. И я никогда себе ничего не ломала. Я поняла, что все это перелом. 19-летний Тамерлан Ахтямов честно признается, испытывал электросамокат на скорость. На прогулку вышел, когда стемнело. Разогнался до 25 километров. Впереди была кочка, которую юноша не разглядел. Как-то произошло все в один миг. Я упал в яму, передним колесом уперся, перелетел через руль и все. В травмпунктах сейчас ажиотаж. У каждого третьего пациента история с электросамокатом. С начала сезона уже сотни пострадавших. Самые тяжелые травмы возникают при несоблюдении техники безопасности. А именно при попытке спуститься на электросамокате с горки, то есть пытаясь развить более большую скорость, и при катании на самокате одновременно вдвоем. Как правило, такие травмы приводят к долгосрочному лечению, это от месяца и больше. У кого-то заканчивается именно уже оперативным лечением. Большой травматизм самокатчиков связывает с тем, что для них не выработаны правила поведения на дороге. Да и, собственно, дороги не приспособлены к езде. Депутаты Госдумы России уже не первый год обсуждают поправки в законы или ПДД для новых участников дорожного движения. Но пока к единому мнению они не пришли. Больше так не буду делать. Больше я не буду попадаться. Я убегу в следующий раз. В Уфе приструнить самокатчиков взялись инспекторы ГИБДД. Граждане, управляющие этими средствами, в настоящее время должны подчиняться главе 4 правил дорожного движения – обязанности пешеходов. Однако их передвижение по тротуарам по правилам, установленным для пешеходов, создают опасную ситуацию для граждан. В то же время выезд на проезжую часть опасен для самих управляющих портативным транспортом. Второй раз на самокате и первый штраф за нарушение правил дорожного движения. Уфимец Ратмир Ушанов пересек парковку в районе телецентра рядом с проезжей частью. Гаишники зашли это за нарушение ПДД, когда пешеход создает аварийную ситуацию на дороге. И выписали штраф в 800 рублей. Надо вообще штрафы самокатчикам? Да. Естественно. Вот я за рулем сам езжу, и меня они чисто бесят, потому что они и вдоль дороги, и так, и сяк. Они себя чувствуют и пешеходами, и машиной, короче. Они могут и по пешеходке проехать, и вдоль дороги улететь, короче. Поэтому их в любом случае надо тормозить, надо штрафовать. Не все самокатчики согласны с Ратмиром. Приравнивать их к пешеходу и штрафовать за выезд на дорогу несправедливо, считают другие. Пока же не будет прописан статус в ПДД, любителям погонять на популярном девайсе остается руководствоваться здравым смыслом.
Средства индивидуальной мобильности – новое понятие в транспортной услуге. Электросамокаты теперь скорее не роскошь или развлечение, а средство передвижения. Оказалось, что самокатам закон не писан, причем не писан в буквальном смысле. Они практически не регулируются ничем и никем. Традиционные участники движения, автомобилисты и пешеходы говорят, в свою очередь, о необходимости правок ПДД и дефиците нормальной городской инфраструктуры. Урбанистическое благо или дорожная напасть? Ответ на этот вопрос ищем сегодня в программе «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Шамиль Валеев, известный общественный деятель и к тому же публицист. Валериан Гагин, не менее известный общественный деятель, к тому же предприниматель и, что немаловажно, член СПЧ Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. Роман Петров, известный в Уфе адвокат, и Азамат Хатмуллин, эксперт в области транспортного планирования. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема, по которой мы сегодня здесь собрались, она супер резонансна в последние буквально недели. Да? Для начала давайте определимся, за или против. Общество такое ощущение, что оно разделилось. Шамиль, ты за или против? Я же центрист, поэтому у меня есть аргументы за и против. Я за то, чтобы были средства индивидуальной мобильности, и против того, чтобы отнимать УФУ у пешеходов. Валерьян, за или против? Смотрите, я, наверное, все-таки больше за. Я слышал доводы и тех, кто за, и тех, кто против. Так сложилось, что мир не стоит на месте, и мы все быстрее и быстрее передвигаемся по нашим делам, по нашему миру. Другое дело, что действительно эту отрасль нужно регулировать, но правилами ли, идеи есть, но, наверное, поговорим об этом еще. Роман. Ну, как можно быть за или против объективной реальности? Будущее наступило, с этим надо жить. Поэтому просто надо выработать нормальные правила, а выработка правил у нас всегда немножко запаздывает в России. Но все-таки правила нужны. Конечно, а как же без них? У нас все регулируется, а это нет. Велосипеды регулируются, а самокаты нет. Азамат, вы как практик-проектировщик, что скажете? Как уж повторюсь, будущее наступило, и это наша реальность. Средства индивидуальной мобильности – это транспорт последней мили, так называемый, да, когда там доехал на общественном транспорте до куда-то или на машине, и до какого-то нужного тебе места доехал на средстве индивидуальной мобильности, в данном случае на самокате, про который мы говорим. Но на самом деле средства индивидуальной мобильности – это не только самокаты, это велосипеды, электровелосипеды, колеса, моноколеса и там и прочее, в том числе велосипеды. Ну вот нас, теоретиков, мы все-таки теоретики, да, все остальные. Вот скажите нам, как практик, возможно ли создать реальную инфраструктуру для того, чтобы эти самокаты и другие мобильные устройства не мешали ни пешеходам, ни автомобилистам? Возможно ли это технически? Технически все возможно. Вопрос всегда в бюджете. В бюджете и в энтузиазме, и в инициативе. Вот две вещи. Даже, наверное, три. Бюджет, инициатива, энтузиазм. Тогда все получится. Действительно, они не регулируются ничем. И в Это чем новое там правовая проблема? Ну, правовая проблема просто в том, что это новое. А у нас все новое, у нас бюрократическая все-таки система работает очень медленно. Соответственно, вот проблемы уже есть, где-то год ведутся разговоры о том, что... Потому что это вот для нас до Уфы, сейчас это стало проблемой, они стали массовыми сейчас. В Москве это еще год назад уже была массовая проблема, потому что Москва гораздо больше в несколько раз. Да. Правового регулирования нет. По аналогии пока это рассматривается так же, как велосипеды. Ну, если это мощные, которые набирают большую скорость, там можно их сравнивать с мопедами. Ну, да. по крайней мере, велосипеды упоминаются в правилах дорожного движения. Никаких самокатов в ПДД Средства индивидуальной мобильности. Проблема номер один. Если происходит ДТП, значит, водитель велосипеда, он велосипедист, водитель электросамоката, который мощнее и быстрее, он приравнивается к пешеходу. Соответственно, ответственность от него гражданская в плане возмещения ущерба может быть такая же, как у обычного пешехода. В правилах дорожного движения, ребят, там четко сказано, что велосипедист при пересечении проезжей части должен спешиться и с велосипедом пройти пешком. Вы когда-нибудь видели, что на самокате они спешиваются? То есть велосипедов не спешивается никогда? Сегодня... Это другая тема, да? Только сегодня мы проводили обследование улично-дорожной сети в районе сельхозуниверситета, где там недавно, по-моему, травма какая-то, как человек получил. Проводили обследование в районе Огней Уфы, и я не наблюдал, естественно, ни одного человека, кто бы спешился там. Ну, мы тоже должны понимать, что это данность. Люди не будут спешиваться, их там не заставишь спешиваться. Надо просто проектировать и делать дороги такие, что можно, не спешиваясь, проехать по этому перекрестку. Все. А каким образом первое, это можно успокоить движение, да, соответственно. То есть человек должен на самокате или на велосипеде сбавить скорость свою до
разумный и приемлемый. Второе, сделать более острыми радиусы, меньшими радиусы поворотов. То есть, когда автомобиль поворачивает, допустим, налево, и на скорости он это делает, допустим, а тут тебе пешеход, велосипедист. Азамат, я прошу прощения, что нужно осложнить жизнь автомобилистам для того, чтобы сделать более комфортно условия для самокатчиков? Если мы раньше думали только про одних... пока что автомобилистов на порядок больше, чем... Ну вот, а пешеходов вопрос. И второй момент. А кто замерял количество пешеходов и количество велосипедистов? Шамиль. Да, у меня перед глазами живой пример регулирования велосипедной СИМ жизни в городе Лима, столице Перу, на Мирафлорес, там такая улица красивая на берегу. И там мы оказались на покрашенной красным цветом, выделенной на проезжей части территории, где на нас сердито посмотрели велосипедисты, проехали. Мы просто не поняли, что мы находимся на проезжей части для велосипедистов. Куда пешеходам запрещено? Вообще. Нас там чуть не сшибли, потому велосипедисты вообще не поняли, откуда. Мы туристами не знали. И даже не представляли. Эта полоса выделена не то что разметкой. Там тактильные вот эти железные кирпичики лежат, с помощью которых невозможно на них наехать незаметно. Что машина туда тоже не может попасть. Это их законное место. Но не за счет тротуара, как это делается у нас. У нас получается, даже если тротуар широкий, да, Азамат, не дадите соврать, допустим, широченный тротуар, как в 2 Москве, метра. там, да, есть и вообще такие тротуары, и на этом тротуаре все. Причем хаотичное броуновское движение. Самокаты, велосипеды, пешеходы, коляски, мотоциклетчики с пулеметчиками. Все, что угодно. Все, что угодно. С этим что-то можно сделать в правовом смысле? Я полагаю, штрафы, что да. Ответственность, что? Штраф это у нас, конечно, бюджет. Это любимое наше занятие, конечно. Я полагаю, что, во-первых, должны быть установлены четкие, понятные правила и доведены до населения. Надо менять менталитет. То есть, если ты едешь на этом самокате по пешеходной дорожке, ты должен понимать, что у тебя крайняя скорость, грубо говоря, 8 км в час. Быстрее ехать нельзя. Это один момент, потому что гоняют, но людей наезжают. Могут быть проблемы из-за этого. Второй момент. Значит, если ты едешь там по обочине, как разрешено тоже, там уже скорость может быть, допустим, до 25 км в час там, или до 40, я не знаю, с какой скоростью, там разные эти есть средства индивидуальной мобильности, но не ниже 10 км в час. Вот это надо понимать. Надо вообще разъяснительную работу с населением вести, менталитет надо менять. Мы тут все прекрасно понимаем, что кто будет контролировать людей, жителей города, чтобы они соблюдали ограниченную скорость движения. В 10 км в час. Но ведь автомобилистов же контролируем. Друзья, Валерия. Я юрист, и мои коллеги, я абсолютно понимаю, что общественный запрос еще не сформирован на то, чтобы это движение было отрегулировано. Люди не будут соблюдать правила, которые установлены ПДД, просто потому, что они считают их несправедливыми. Сколько нужно инвалидных колясок для того, чтобы этот общественный запрос сформировался? К сожалению, такова реальность, такова данность. Но здесь есть способы, которые может совершенно спокойно сделать власть. Но давайте мы... Например, при сертификации ввоза самокатов требовать принудительное ограничение скорости движения. Это элементарно технически сделать. Вот элементарно технически сделать это возможно. Ты просто не сертифицируешь товар, который не соответствует критериям. Вы знаете, что в Москве есть специальные компании, которые перепрошивку делают. У нас и машины перепрошивают, делают из 200 лошадей 400. Идея очень интересная. Это один момент. Еще. Сейчас. Слушайте, идея Шамиля о том, что немножко нужно отгрызать место у автомобилистов, да, она имеет место быть, потому что если мы хотим жить в городе комфортном для всех, то нужно создавать комфортные условия для самых незащищенных. Можно встречный вопрос? Да. У нас в стране полгода это зима. А есть временные тактические решения. Самокаты и велосипеды это сезонный вид транспорта, правильно? Летний. Да. А зимой как? А пробки вы видели, какие у нас пробки стоят? Куда ограничивать автомобилистов? Я не согласен. Спасибо. Но электросамокаты стали популярными за счет доступного проката. Оформить его можно почти на каждом перекрестке. Кто ими пользуется? Как несут ответственность за аварию и поломку? Посмотрим, обсудим. Ровный ряд электросамокатов на парковке увеличивает продажи, поэтому Сергей Кузнецов несколько раз в день объезжает стоянки и наводит порядок среди своих самокатов. По GPS находит оставленный в неположенном месте аппарат. Пользователю нужен смартфон, он скачивает наше приложение, быстрая регистрация, там вводится имя, фамилия, почта, привязывается банковская карта, то есть регистрация занимает минуту, и пользователь уже может пользоваться нашим сервисом. Да, по ощущениям люди уже начинают привыкать. То есть
более дисциплинированно относиться к самокатам. То есть, в первый год это было похуже. Сергей Кузнецов стал первым из уфимцев, который предложил горожанам новый сервис проката электросамокатов. Никаких паспортов и залога, все онлайн. Сейчас у него 170 аппаратов, больше только у федеральной сети ВУШ, у них 1200. Судя по количеству электросамокатов в Уфе, а их около 2000, бизнес по их аренде выгодный. Посадка 30 рублей, потом каждая минута 4 рубля, плюс страховка 30 рублей. Итого час езды обойдется в 300 рублей. Если сравнивать с такси, то использовать их выгодно только в час пик. Артем Садыков большой выгоды в онлайн-прокате не видит. Самокат он сдает в парке как аттракцион, по старинке за билет. В отличие от конкурентов, сам контролирует, кто, какого возраста и в каком состоянии встает за руль. Травмируется, наверное, потому что непонятно в каком он состоянии. Пьяный он там, не пьяный. Не из-за нехватки инструктажа, наверное. Они просто где-то увидели, как кто-то едет, они попробовали. И через 15 минут они думают, что они уже профи. Начинают дрифтовать, там резко тормозить. Уверенно себя чувствовать, одной рукой рулить, допустим. Самокат в аренду в Уфе только набирает популярность. По некоторым прогнозам их количество вырастет в разы. Владельцы шеринга анонсируют более качественные и надежные аппараты. Но не все зависит от техники. И бизнес, и пользователи ждут внятных правил для самокатов. Но совсем недавно Минтранспорт России подготовил новые поправки к правилам дорожного движения. Чиновники предлагают управлять электротранспортом, таким как моноколесо или, например, вот этот самокат, управлять только с 14 лет. При этом ездить на нем можно будет только по велодорожке, но это при ее присутствии. Если же ее не будет, то в принципе можно и везде. Главное не нарушать скоростной режим. Не дожидаясь правил от государства, Сергей на своих самокатах сделал ограничение скорости до 25 км в час и ввел возрастные ограничения не младше 18 лет для пользователей. Роман, скажите, посоветуйте, если в машину или в человека врезался человек, который воспользовался шерингом, электросамокатом, как быть в этой ситуации? В этой ситуации очень даже возможно, что вы не получите ничего, никакого возмещения. Как быть? Кого вызывать? Что делать в первые минуты? Хватать вызывать его? любого. Если у вас автомобиль на проезжей части врезается вот такое средство индивидуальной мобильности, да, что вы можете сделать? Вызывать ГИБДД, потому что у вас произошло ДТП, оформлять его, устанавливать владельца, соответственно, это каршеринговая компания. Каршеринговая компания все равно, как владелец источника повышенной опасности, будет нести гражданскую ответственность. Она кому-то выдала. В том случае, если это человек совершеннолетний, он имеет право ездить на такой штуке, да, он ее оплатил, заключил договор, да, он отвечает, с него можно, но вы за ним будете бегать по суду. То есть не факт, что он вам вообще возместит, может, у него и доходов-то никаких нету. Если это несовершеннолетний, еще сложнее, потому что надо привлекать его родителей. То есть это проблема. Такая проблема для участников дорожного движения, она решается тем, что у нас поголовно, помните, когда-то у нас не было такого ОСАГО, и тоже все за всеми бегали. Потом эту систему тоже долго ведь она проходила, она не сразу. Это в начале нулевых у нас все-таки она установилась, лет 5-7 где-то это все происходило. Да, мы помним. И теперь человек без ОСАГО за рулем, это очень большая редкость. Это Такие случаи есть. Это нарушитель. Но это редкая проблема, Вы поэтому знаете, нужно ОСАГО. Хорошо, наступил май. Появились там в Уфе прокатные конторы, да, весь центр в самокатах. Но это все схлынет в октябре-ноябре. Разве нет? Можно вопрос? А почему оно схлынывает в октябре-ноябре? Задумывались ли вы об этом? Потому что холодно ехать. Нет. Сколько ехать? Гололед. Нет. Так. Невозможно. Пешком пройти невозможно по тротуару зимой. Попробуйте где-нибудь между двумя остановками пройтись сами пешком. Скользко. Не чистят. Не, у нас еще ничего более-менее. Сначала чистят почему-то проезжую часть, понятное дело, потом только чистят там. Как человек, который сам неоднократно падал в гололед на тротуар, это очень больно, я могу подтвердить. Азамат, вы хотите сказать, что если у нас будут очищенные тротуары, то на этих средствах... Тротуары, велодорожки, пожалуйста, можно ездить. В Финляндии, по-моему, на велосипедах тут точно ездит. Там климат примерно такой же. Дорожки подогревающие. Как бы то ни было. То есть технически это все решаемо. Ребят, мы так можем дойти, что зимой начнут ездить на изобретенных велоснегоходах, да, и каких-то там таких средствах мобильных, на лыжах. Наверное, скоро что-то появится. Да. А есть такие штуковины, она вперед тебя тащит на гусеницах, пожалуйста, на лыжах. На собаках да, можно. есть мотонарты. Поймите правильно, я лично не против самокатов, ради бога. Этот джин уже выпущен. Но создавая комфорт одним, мы ущемляем права других. Чьи это автомобилистов? Кончилось ваше время. Кончилось ваше время, все. Пешеходов.
пешеходов. Но давайте начнем Ты идешь по ущемлять тротуару, автомобилистов. Шамиль, извини, да, и не знаешь, в каком месте тебя собьют сзади. На самом деле... Руслан, я бы все-таки приравнял велосипедистов к участникам дорожного движения, двигающимся по автомобильным дорогам. А самокатчиков? И туда же их. Я вам скажу, что самокатчик, выезжающий на проезжую часть, представляет опасность. Это источник, это субъект объект повышенной опасности. Так же, как мотоциклист. Мотоциклисты есть ОСАГО. И мотоциклисты хотя бы слышно, даже иногда лучше, чем надо. Спасибо, мы вернемся к нашему интересному разговору буквально через несколько минут. Конечно, интересно, войдут эти электросамокаты в повсеместно в нашу жизнь или не войдут? Да они уже вошли, слушай, я не против этих самокатов чертовых, да. Ну какие бабушки, дедушки. Если бы у дедушки был бы, то была бы она бабушка. Ребята, цигель, давайте продолжать передачу, а? Давайте, гости торопят, давайте поговорим про это, про доступную среду. Да. Смотрите во второй части программы. Куда ограничивать автомобилистов? Я не согласен. Где удобно и неудобно ездить? Тут по Уфе не то, что ездить, ходить-то неудобно. У них все-таки скорости разные, и конфликты периодически случаются. С чего надо начать? Создать условия. Дорожки. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем, как влияет на безопасность движения увлечение электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Вот такое вот мудреное название. Нужны ли для них отдельные правила и отдельные дорожки? Отдельно выделенные полосы и инфраструктуру активно требуют уже больше 10 лет сообщество велосипедистов. Власти города учли эти пожелания, и в некоторых местах дорожки все-таки появились. Насколько Уфа комфортный город для двухколесного передвижения, посмотрим, обсудим. В этом году на проспект Октября выкатились больше 22 тысяч участников фестиваля, 1000 велосипедистов. Кстати, рекорды по желающим проехаться в едином потоке бьют из года в год. Конечно, когда одна из главных дорожных артерий города открыта для фестиваля, то проблем с комфортным передвижением не предвидится, словно Уфа – это где-то в Нидерландах. И все здесь сделано для велосипедистов и пешеходов. Но в действительности такая роскошь длится лишь один день в году, а все остальное время велосипедисты, самокатчики и пешеходы делят, по сути, одну дорогу. У нас в некоторых частях города нарисовали на тротуарах велополосы. С одной стороны, это хорошо, потому что они позволяют как-то разделить потоки. Велосипедисты представляют, где ехать им, а где стоит идти пешеходам, чтобы они друг с другом не конфликтовали. С другой стороны, это плохо, потому что у них все-таки скорости разные, и конфликты периодически случаются. Чтобы их не происходило, нужна обособленная велоинфраструктура, обособленная физически. Тогда конфликтов не будет. То есть речь идет о разграничении и увеличении площадок, чтобы места хватило всем. Как вариант сделать это урбанисты предлагают за счет газонов и специальной плитки. Например, известный блогер Варламов, который подарил книгу Радию Хабирову и проехался на велосипеде с мэром Уфы по набережной. Набережная, честно, грустная. Но, возможно, вас это обрадует. Она не такая ужасная, как в Тюмени, если вдруг вы... но не такая хорошая, как в Казани. Предложений по благоустройству города у активистов хватает. Так, вспоминая про электросамокаты, которые закрепились на улицах не хуже велосипедов, предлагают сделать проезд для них более комфортным. Больше всего самокатчики страдают от того, что у нас либо бордюры вообще не занижены, либо занижены, но не до конца. И я часто вижу, как им приходится либо снижать скорость, чтобы переехать этот бордюр, либо вообще полностью останавливаться, брать его в руки, перетаскивать через бордюр и ехать дальше. У нас велосипедная дорожка, она не всегда прямая, объезжал. Айдар Садырдинов, пациент травматологического отделения 21-й больницы, был госпитализирован именно из-за бордюра, преодолеть который так и не смог. Пытаясь остановиться и поднять самокат, упал и получил открытый перелом руки. Люди виноваты. Те, кто дорогу не организовал, те, кто катается по этим неорганизованным дорогам. Просто в нашем, на мой взгляд, в нашем обществе пока нету того баланса, того понятия, как это все должно быть, как это должно быть взаимосвязано, как оно должно работать. Как видно, эта проблема делает город не просто неудобным для катания, а небезопасным. Поэтому урбанисты стараются обратить на эту проблему внимание, как, впрочем, и на место пересечения велосипедистов, самокатчиков и пешеходов. Я считаю, что самый эффективный способ, и самый дешевый, это разделять потоки. То есть проводить велосипедную дорогу не перед остановкой, а за ней.
здесь сделать светофор трехфазным, чтобы ехали отдельно машины и там пешеходная дорожка отдельно работала. Как иначе, ну, не вижу. Реально мы можем, конечно, законодательно ограничить скорость самокатов там, до 20 км в час. Но ведь есть же еще велосипедисты, а им как ограничить? Ты движок не настроишь, это как крутят, так и крутят. Не исключено, что городские власти поступят именно так. В мэрии уже хорошо знакомы с ситуацией вокруг самокатов и утверждают, что ищут варианты решения проблемы. У электросамокатов уже есть ограничение 25 км в час, не более того, и мы понимаем, что она должна быть ниже. Обязательно. Также нужно регулировать, как вы видели информацию, ГИБДД уже проводит рейды по соблюдению правил дорожного движения. А теми, кто пользуется электросамокатами, конечно, нельзя выезжать на проезжую часть, так как они являются пешеходами. А кто пользуется электросамокатами или моноколесом? Шамиль. Ну, вы представляете, там же есть ограничения по весу у этой штуковины. И кроме того... Если серьезно. А велосипед? Велосипед, да. У меня есть велосипед, и я на нем иногда катаюсь. Но вообще в городе на асфальте рекомендуется кататься со всяким вот защитой, штуковиной, потому что шандарахница с этой штуковиной мало не покажется. Где удобно и неудобно ездить? Тут по Уфе не то, что ездить, ходить-то неудобно. Время с 11 по под флагом подготовки к саммитам, потом еще под какими-то соусами. Наши улицы расширили так, что пешком ты не пройдешь. Поэтому какие там самокаты, вы что? Хорошо. Вот, Шамиль, Валерьян, откройте нам, пожалуйста, маленький секрет. Когда вы сопровождали мэра Уфы Грекова, да, и блогера Илью Варламова, да, о чем вы там разговаривали? Вы же были на велосипедах, не в качестве охраны, да, наверное? Или все-таки в качестве телохранителя? Если бы была у него качественная охрана в нашем лице, то он бы не добрался до улицы Султанова. Да. Что вы обсуждали? Я вообще думал, как бы там не шандарахнуться, потому что по набережной тоже невозможно ехать спокойно. Она же свежепостроенная. Свежепостроенный квест для тех, кто едет на чем-то. За несколько миллиардов рублей это квест? Да, это хороший, дорогой квест, и это головная боль и загадка на десятилетие вперед, что же, куда девать эту массу бетона и шпунтов. Валерьян, вот Шамиль профессионально уходит от ответа, да, признайся, пожалуйста, о чем вы разговаривали? Слушайте, мы честно любовались видами, мы смотрели, какая у нас замечательная белая и какой прекрасный берег напротив. Мы обсуждали горы, которые рядом нависают над набережной, очень красивые. Мы разговаривали о квадрокоптерах, которые летали где-то здесь вокруг набережной, и о тех людях, которые... О доступной среде вы говорили? Безусловно, конечно. Мы своей попой эту доступную среду проезжали. Безусловно, есть вопросы к набережной по сужению дорожек, по неразведению. Вопросов много. Много. Но проехать там можно. И, друзья, я думаю, коллеги согласятся, ни в одном из городов нашего большого мира. И везде есть проблемы с тем, что велосипедисты, автомобилисты и пешеходы не разведены. Но они существуют. Если мы увидели сейчас в прямом эфире стоянки велосипедов в Амстердаме, например, а это гигантские стоянки, это велосипедный велосипед, парковки, да, паркинги для велосипедов, мы были бы в шоке. Просто там люди воспринимают это как транспорт последней мили, а у нас больше пока это все-таки развлечение. Мы подходим к принципиальному вопросу. Да? Тут началось уже разделение, такие нотки звучат. Вот все-таки город, он для пешеходов, для автомобилей или для таких вот индивидуальных средств передвижения? Шамиль. Сейчас у нас значительный перекос в сторону автомобиля, который следует выровнять в пользу пешехода. Он не совсем справедливый? Несправедливый. Я как принципиальный пешеход и пользователь такси, я за то, чтобы пользование машиной стало более ответственным и тяжелым. Как Азамат говорит, по образу и подобию Москвы, где пешеход, общественный транспорт всего мира, всего цивилизованного мира. Но получается, нам нужно это усилием воли властей выравнивать, или все-таки мы должны идти за людьми и за их потребностями? Следуя за людьми, мы уже оказались в автомобильной ловушке. Автомобилей все больше, в городе все теснее, парковаться негде, счастья нет. Но это говорит о том, что человек сам должен тогда отказаться от автомобиля, сесть на электросамокат он не сам откажется от автомобиля, он откажется. Я думаю, что мы все понимаем, да, что человек сам не откажется, если для него не создать условия.
Допустим, Это в же Москве, когда на- это в же- Москве, рассказываю личный опыт, да, автовладельца. Когда я понял, что огромные проблемы становятся найти парковку, либо заплатить за нее неадекватные деньги, я понимаю, что нужно отказываться по возможности от автомобиля личного, планировать поездку заранее, использовать для этого общественный транспорт. Вот тогда у человека другое совсем понимание ситуации. Азамат. Ну, никто не обязан предоставлять действительно автомобилистам парковочное место. Город, по крайней мере, не обязан уж точно. Поэтому введение платных парковок – это один из вариантов развития событий, которые город И тогда мы сами выберем вот эти средства индивидуальной Жители сами мобильности. выбирают, да. Как человек, близкий к Минтрансу, скажи, пожалуйста, этот проект платной парковки в Уфе, он когда будет реализован? Я так понимаю, что вопрос уже почти решен, да? Не затруднюсь пока вам ответить на этот вопрос, потому что это зависит от политической воли. Последнюю попытку внедрить здесь платную парковку и в центр города освободить от машин таким путем была при позднем Елалове, я бы так сказал. Перед уходом Елалова. Да. Я было. встречался с этими людьми. В принципе, здравая тема. Народ, говорит, года полтора поворчит, а потом привыкнет. Не, мы все время хотим что-то отобрать, мы все время хотим усложнить жизнь уже людей и так, скажем так, непростую. Я вот, к сожалению, не был в Кливленде и в Лондоне, но вот в Париже я был. И там, да, там тоже платный въезд в город-центр. Но там созданы все условия для вот этих электрических штук. Там везде эти самокаты, и везде есть подзарядка. И там очень много электрических автомобилей. Может быть, как бы они менее же вредные все-таки, чем бензиновые. Ну, понятно, но самокатчики-то в Париже, они более воспитанные, чем наши. Менталитет надо менять, но он не меняется за один день. И он меняется, когда люди видят, что это удобно. С чего надо начать? С чего надо начать? Создать условия. Дорожки. Валериан, вот если бы вы были бы депутатом, вот вы бы какой нормативный акт стали бы продвигать? По самокатам. Гипотетически. Я бы не стал продвигать никакие из актов, которые есть, за исключением вот тех, что приравнять велосипеды, самокаты, мопеды, мотоциклы к автомобилям в части передвижения, как-то вот определить, сопоставить правила движения на велосипедах с правилами движения на автомобилях. Плюс по скоростному режиму я бы тоже посмотрел, потому что, насколько я понимаю, есть определенное ограничение скорости, да, и если транспортное средство развивает скорость, которую... Отдельные образцы могут развивать скорость там 60, 70, да, 80, там гравий летит от них. То это уж 20 км в час это уже опасно, особенно на пешеходной дороге. То это вот уже прямо не совсем самокат, и надо посмотреть в правилах, может быть, вот эти вещи отрегулировать. Не более того. Вот какое будущее вообще у электрических средств передвижения? Возможно, откажемся от машины вовсе, хотя я в это не верю. Давайте послушаем экспертов и обсудим. Город должен подстроиться и должен составить схему, правильную схему, где должны именно кататься, свой проводить досуг велосипедисты и самокатчики. Тут можно поделить на два аспекта. Или средства передвижения, тогда ты должен ехать по дороге общественной, где автомобилисты ездят, и соблюдать все правила дорожного движения, светофоры, пешеходные переходы и так далее. А если это как для отдыха, тогда это отдельно, это уже парковая зона, да, велосипедные дорожки, это немножко чуть-чуть другое. Здесь нужно уже ограничить, опять же, возраст, ограничить. Каждый самокат должен быть не мощнее там сколько киловатт. На сегодняшний день что можно сделать? Повсеместное создание СИМ-дорожек в рамках пешеходного тротуара для начала. Но это не должно быть абсолютно бесполезные, раскрашенные акварельками дорожки. Их нужно реально выделять. Благо решений на сегодняшний день технических, недорогостоящих, хоть отбавляй. Введение стандарта новых дорог. Обязательное наличие СИМ-полос. Обязать все шеринговые компании с привязкой к GPS снижать скорость своих СИМ до 5 км в час в парках, где нет выделенных дорожек для СИМ, в обширных пешеходных зонах и других зонах массового скопления людей. Резюмируя наш сегодняшний разговор, все-таки коротко, да, что все-таки обязательно нужно сделать в части самокатов? Шамиль. Ограничить скорость сейчас. Предусмотреть ответственность владельцев шеринговых продуктов. Вот. И, я думаю, что с самокатом делать нечего на проезжей части. Я бы не хотел, чтобы мои дети катались на электросамокатах. И на тротуаре тоже? Но на тротуаре, это будет как бы легким испугом и травмами в меньшей степени, но на проезжей части это сразу... в любом случае как-то регулировать надо. Безусловно. Однозначно
принудительное ограничение скорости передвижения, такое вот на уровне технических решений. Вот если ты занимаешься шерингом, вот будь любезен ограничить. Если ты покупаешь транспортное средство, которое развивает скорость выше положенной или предусмотренной правилам дорожного движения, соответственно, будь любезен соблюдать те правила, которые установлены для передвижения на таком транспортном средстве. Да? Откорректировать правила дорожного движения и все-таки идти по пути формирования отдельных полос, отдельных зон, отдельных территорий передвижения. На проезжей части. И пусть они потом с велосипедами решают, кто из них круче, да? И кто кому должен уступать дорогу. Так? Ну, там же есть общие правила, кто кому должен уступать дорогу. Есть возможность обгонять, обгоняй, нет возможности не обгонять. Давайте еще не забывать пользователей реактивных ранцев, которые тоже, видимо, скоро наполнят наше небо. И дронов летающих. И дронов, да. Ну, все-таки вещь это действительно пока сезонная и пока не настолько распространенная. Основная проблема это все-таки каршеринг вот этих технических устройств. Вот мы человек послушный, которым я занимался, он же сказал, дайте нам понятные правила, мы их будем соблюдать. Он сам попросил об этом. Так что все понятно. То, что на федеральном уровне мы пока, ну как бы это бесполезно нам об этом говорить, да, это будут решать в Москве, да. Но мы в городе можем обратиться к нашим городским депутатам, к руководству республики и ввести какие-то понятные правила в пределах их полномочий. Муниципальные, да, какие-то правила? Муниципальные, да. Каждый глава муниципального района, городского округа, он имеет определенные полномочия, у него есть свои депутаты. Они могут сказать, в нашем городе вот только по этим дорожкам. Вот. Только с такой скоростью. Это можно сделать. Это не надо на федеральном уровне. Это можно сделать, да. Это нужно сделать. В рамках своих полномочий. А вот с ОСАГО это федеральная проблема. Мы ее никак не решим. А оно нужно. Я считаю, здесь первый момент это ОСАГО, ограничение скорости и обязательно требование, чтобы они были в шлемах и в налокотниках. Вот и будет более безопасным этот вид транспорта. Азамат. Ну, понятное дело, что надо разводить транспортные потоки, пешеходов отдельно СИМы с велосипедами, отдельно легковые автомобили, успокаивать движение. И главное, чтобы вот это все дело заработало. То есть и принять это все, то, что это уже сейчас надо делать. То есть не просто, что это завтра надо делать, это сейчас надо делать. Это уже проблема вот сегодняшнего, даже вот вчерашнего, наверное, дня, и надо ей заниматься. Завтра надо ограничивать. И вы знаете, вот все-таки мы убедились в ходе подготовки выпуска, что власти пока еще не готовы дать ответ, но они озаботились. Они уже видят, что проблема есть, ей надо заниматься. Власти, я имею в виду муниципалитет, прежде всего Уфа, Минтранс в какой-то части и ГИБДД. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Да? Вам большое спасибо, что пришли, и за предметный, конструктивный, горячий, живой и, главное, честный разговор. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо, что пригласили. Спасибо. Благодарю. Еще придем. Ну что, Руслан, как тебе? Если вспомнить почтальона Печкина, я раньше почему такой злой был, да? У меня самоката не было. А если серьезно, ну, пока же это просто развлечение, а не транспорт. А мне кажется, за этим будущее. Другой вопрос, чью дорожку они потеснят, автомобилистов или пешеходов? Ну, пока еще рано об этом говорить, поживем, увидим, да. Но что совершенно точно, вот дебилы, да, я же говорю, что нужно как-то самокаты вносить в правовое поле. А мне кажется, нужно им строить новые дороги, Руслан. Тебе слово. Новые дороги ей подавать. Тут со старыми, с обычными бы разобраться. Но мечтать не вредно. Честно говоря, ехали медведи на велосипеде, а за ними раки на хромом самокате. Там еще комарики на воздушном шарике и кот задом наперед. Лучше, чем Корней Чуковский, пока еще ситуацию с самокатами никто не описал. Там еще были львы в автомобиле и, между прочим, зайчики в трамвайчике. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.